Если мне нравилось, не работал. Ну а что нравится в этой работе? Не знаю, творческая работа у нас. А в чем творчество здесь? По оформлению города. Ну что там есть? Ну, да. А тексты, которые вы пишете в лозунгах, они часто повторяются? Текст. У нас идет обычно по особому плану. Сейчас оформляем на праздник 1 мая. Специальный план есть у нас, заявка через горком. А что вы чувствуете, когда вы пишете лозунги? Как что? Не знаю. А что должен чувствовать? Пишу. Вот сейчас текст мир, май труд. Ну, там можно сказать, что у вас какой-то лозунг, какая-то надпись на лозунге, а вас вот затронуло лично вас, как человек. Не знаю даже. Работа механическая, да? Почему механическая? Вот, в смысле лозунги пишем, а другие панно, например, эскизы делаем, думать надо сами. Ну, это когда лозунги пишете? А лозунги что, буквы пишем? Да мы, в общем, как автоматически пишем. Дают заявку, пишем. Не задумывались. Как правило, нас постоянно окружает множество различных лозунгов и призывов на улице и в школе, на различных предприятиях. Но редко мы обращаем на них внимание, еще реже стараемся вникнуть в смысл написанного. Мы просто проходим мимо, не потому что нам не интересно, а потому что мы привыкли к постоянным призывам и лозунгам. Мы их просто уже и не замечаем. Настолько они везде одинаковые, как будто наштампованные. Если пройти по нашему, пусть даже небольшому городу, можно встретить огромное количество различных лозунгов, воззваний, призывов. Некоторые из них висят годами, размытые дождем и снегом. Мы так привыкли к ним, что даже порой не обращаем на них никакого внимания. Скажи, пожалуйста, вы обращали, какой вот лозунг висит на вашем здании? Лозунг на нашем здании? Мелодия. Нет, лозунг. На нашем здании? Вы обращали внимание, что там написано? Нет. Нет, да? Нет, на лозунг. Вот с этой стороны не касается глаза. Ну, вы помните какой-нибудь, хотя бы один лозунг в городе? Надпись какую-нибудь помните, нет? Проводы зимы. Вот что там есть возле ЦУМа, да, постоянно, и вывешивают различные лозунги, но они временные. Вот эти лозунги я читаю, они бросаются в глаза. Остальные нет. Ну почему? Остальные просто они уже приелись, они постоянно. Одни и те же Да, висят. одни и те же, они как-то уже не обращаешь на них внимания. А вот это все, что нам партия выполнит. Ну, да, часто замечаю. Замечайте, Да, обращайте внимание? Обращаю внимание. Я всегда обращаю внимание, то, что красным цветом. Лозунги все замечаю. Лозунгов я не видел. Ни одного. Ни одного не видели, да? Нет. Понятно. А почему?
Я не знаю, может просто не замечать, да и мне некогда. Я работаю. Почти работаю каждый день. Поэтому я иду поздно вечером, тороплюсь сразу домой. А помните какой-нибудь лозунг вообще в городе? Да так особо нет. Ну-то вы думали, почему это происходит? Не знаю, по-моему, как-то не ярко все. Нет, честное слово, не обращалась. Не можете припомнить на память ни один лозунг? Вот здесь, на этих улицах, Ну, вообще в городе. нет, честное слово, как-то не обращала внимания. А скажите, пожалуйста, вы знаете, вот какой лозунг на вашем здании висит? Не в курсе. А кто-нибудь знает, нет? Сейчас очень часто идешь по городу, висит плакат, красный фон, и по нему написано белыми буквами слова-лозунги. Это все однотонно, все уже приелось. Надо создавать новые формы, новые виды плакатов. Лозунг теперь уже не влияет на нашу работу, и мы равнодушно проходим мимо бесчисленных досок, обитых красной материей. Слова у нас не увязываются с делом, и люди перестали верить лозунгам. Совсем недавно мы были на СМЗ, на экскурсии. Там было понавешено много лозунгов. И один из них я увидела в пыли. Он лежал среди груды непереработанного сырья железа. Новейшему оборудованию высокий уровень обслуживания. А в пыль-то его бросили недаром, ведь у новейшего оборудования было не очень-то чисто. Недавно я был на СМЗ. Так там сказали, один плакат висит более 10 лет. Так что говорить о его актуальности и значимости? Ведь если призыв тот же, а жизнь идет вперед, то для чего нужен этот плакат? Так что я считаю, что плакаты уже давно перестали играть свою роль, призывать к действию, звать на подвиг, на решение какого-либо вопроса. Таково мое личное мнение. Пусть некоторые не согласятся со мной, но я все-таки думаю, что большинство меня поддержит. Но сказать, что в наше время нет хороших лозунгов, это значит сказать неправду, потому что и в наше время встречаются очень хорошие лозунги, идущие в ногу со временем, такие, как решение партии в жизнь. Неизвестно, сколько лет висел и сколько еще будет висеть извечный призыв решения такого-то съезда партии в жизнь. Конечно, всем трудящимся нашей страны нужно будет приложить для этого все усилия, но давайте же больше делать, а не призывать. Назначение многих лозунгов, если так можно выразиться, закрывать дыры, украсить на центральной площади забор, за которым идет строительство, или прикрыть фасад старого здания. А ведь лозунг не украшение. Он должен нести в себе какой-то глубокий смысл. Чаще всего или вообще не обращаешь внимания на эти ярко-красные вывески, или в лучшем случае машинально прочитаешь и тут же забудешь, потому что смысл их до тебя не доходит. А уж если дойдет, то скорее всего усмехнешься, потому что эти поучения, наставления и высокие фразы всем порядком поднадоели. Ведь везде одно и то же, и в школе, и на собраниях, и по телевизору, и по радио. Не поучать нужно, а делать. По-моему, чаще всего лозунги вывешивают, чтобы угодить тем, кто повыше. А повесить могут где угодно, хоть на фасаде винного магазина, около которого выстроилась очередь без конца и края. Смешно, а может грустно? Предположим, висит лозунг «Слава нашей Родине». Интересно, какой положительный эффект достигнут этим лозунгом? Мы все патриоты своей Родины, так зачем же говорить, что масло масляное? Или возьмем другой лозунг с той же стандартной формулировкой «Слава КПСС». К чему подобное восхваление? Наша партия с самого начала своего существования завоевала свой авторитет. И этот авторитет гораздо более прочен, чем какой-либо другой. Что вы случайно несете этот лозунг? В каком смысле? Ну, случайно, почему именно этот, а не другой? Почему этот? Ну, как сказать. Все-таки сейчас призывы такие у нас
были эти призывы напечатаны, эти призывы на лозунгах. Мы поддерживаем эти призывы. И потому я несу этот лозунг. Вы помните лозунг, что написано на нем? Конечно, мы помним. Трудящиеся граждане СССР настойчиво углубляйте перестройку во всех сферах жизни общества. Почему именно этот лозунг? Дали несу А кто дал? в школе. А если бы не дали? Ну, сам бы взял. Чё, все несут. Революционное значение этих плакатов и лозунгов я понял в 1918 году, то особенно находясь в Красной армии. Я пошел туда добровольно, вместе со своими товарищами по комсомолу. А нас было в комсомольской ячейке 42 парня. Тогда мало было этих плакатов, еще меньше было этих писанных на красном материале лозунгов. Но зато все они запоминались, все они привлекали внимание. Вот там, я помню плакат: «Ты записался добровольцем защищать Урал?» Вопрос к твоей совести, к твоей чести. Каждый по-своему реагировал на этот плакат. Но он ни у кого не оставлял равнодушным. Мы сейчас переживаем эпоху революционного перелома. И каждый лозунг должен быть к месту. Он должен нацеливать всех на какую-то определенную задачу. Люди, читающие этот лозунг, должны знать, что от него требуется, как от гражданина Союза Советских Социалистических Республик. Эти лозунги нужно конкретизировать в зависимости от тех задач, которые поставлены нашей партией. Мы говорим о перестройке. А почему нет ни одного, понимаете, такого лозунга, где бы задавался вопрос: а что ты сделал для перестройки? Что? Или, значит, что ты сделал для выполнения плана своего предприятия? А знаешь ли ты, какие задачи поставлены перед твоим предприятием на эту пятилетку? Нельзя ограничиваться общими лозунгами вроде того: да здравствует идентификация 90. Что значит да здравствует идентификация 90? Кого это задевает? В какой степени? Никого. Поэтому нужно конкретизировать и плакаты, и лозунги, причем сочетать эти плакаты с лозунгами, чтобы они воспитывали новое отношение и к труду, и к нашим задачам социалистического строительства. Иначе дело дальше не пойдет. Может, когда-то до революции, в первые тяжелые годы советской власти, в гражданскую войну или Великую Отечественную, лозунги доходили до сознания людей, затрагивали их, поднимали дух, вселяли уверенность в победу. Если человек честный и трудолюбивый, то ему лозунги не нужны, а если подлец или лицемер, то они ничего не изменят в нем, не заставят жить честно. Например, я ни разу не встречал плаката, призывающего перечислить деньги в фонд Чернобыля. В то же время много встречается лозунгов и плакатов, которые воздают славу коммунистической партии. И тем самым, то есть своим никудышным оформлением, воздаванием славы на каждом шагу, лозунги опошляют то, чему воздают славу.